Здравствуйте, дети! Сегодня у нас русский язык 3 класс, 44 урок. Абу Наср Аль-Фараби. Начинаем урок. Ты научишься слушать, читать и понимать текст, составлять вопросы, узная, что сложное предложение соединяется с помощью союзов и но. Первое упражнение. Послушать текст, почему Аль-Фараби называют первым ученым Востока. Великий ученый Аль-Фараби, Абу Наср Аль-Фараби, первый ученый Востока. Он написал работы по истории, математике, географии, астрономии, медицине. Увлекался музыкой и знал более 70 языков мира. Ученый впервые сказал о том, что Земля движется вокруг Солнца. Именем великого ученого в Казахстане назван университет, библиотека, улицы. Ему установлены памятники. Ұлы ғалым Аль-Фараби. Абу Наср Аль-Фараби шығыстың бірінші ғалымы. Ол тарих, математика, география, астрономия, медицина салаларында еңбектер жазған. Музыкаға қызыққан. Аль-Фараби әлемнің 70-тен астам тілін білген ғалым, алғаш рет жердің күн айналасында қозғалатынын айтқан. Қазақстанда ұлы ғалымның есімі университеттерге, кітапханаларға, көшелерге берілген. Оған ескерткіштер қойылған. Прочитай легенду, о ком в ней говорится. Сила музыки. Однажды Аль-Фараби пришел во дворец правителя. Музыканың құдіреті, әннің құдіреті. Бір күні Аль-Фараби үлкен бір сарайға келеді, басшының сарайына. Там были ученые и люди искусства. Ол жерде үлкен ғалымдар мен әртүрлі ғылым иелері болған. Аль-Фараби скромно сел в стороне. Аль-Фараби болса ұялып бір шетте отырады, жай ғана. Правитель спросил Аль-Фараби, чем он может всех удивить? Бұл жерде басшы сұрайды. Аль-Фараби, сен бізді немен таңғалдыра аласың? И Аль-Фараби заиграл на домбре. Сол кезде Аль-Фараби домбыра тартады. Гости внимательно слушали. Қонақтар өте жақсы тыңдады. Всем понравилась музыка. Барлығына ұнады. Они стали улыбаться. Олар күле бастады. Когда он заиграл во второй раз, гости стали плакать. Ал екінші рет ол ойнай бастағанда, қонақтар жылай бастады. Когда же Аль-Фараби заиграл третий раз, то все заснули. Ал Аль-Фараби үшінші рет ойнаған кезде олар ұйықтап қалды. Ученый покинул дворец и оставил записку. Эти күй сыграл Аль-Фараби. Сол кезде ғалым барлығы ұйықтап қалған кезде Аль-Фараби жазу қалдырып, бұл күйдің орындаған аты Аль-Фараби деп қалдырады. Сколько раз играл Аль-Фараби на домбре? Аль-Фараби 3 раза играл на домбре. В это время люди все заснули. Что происходило в это время с людьми? В это время люди все заснули. Яғни бұл кезде барлық адамдар ұйықтап қалды. Аль-Фараби неше рет домбырада ойнады дейді. Аль-Фараби 3 рет домбырада ойнады. Әрі қарай, следующий. Составьте вопросы к тексту. Задайте их одноклассникам. Кто пришел во дворец правителя? Во дворец правителя пришел Аль-Фараби. Второй. Что делал Аль-Фараби? Аль-Фараби играл на домбре. Почему люди заснули? Потому что всем понравилась музыка. Кім келді, басшының алдына? Ол Аль-Фараби келді. Аль-Фараби не істеді? Ол домбыра ойнады. Неге адамдар ұйықтады? Өйткені оларға ән ұнады, күй ұнады. Четвертое упражнение. Рассмотри картинки. Прочитай первое предложение, потом второе предложение. Какой союз соединил два предложения? Аль-Фараби играл на домбре. И второй, гости внимательно слушали. Мы можем сейчас сложное предложение сделать. Аль-Фараби играл на домбре, а гости внимательно слушали. Эти два предложения соединяют союз А. Перед союзом А становится запятая. Дальше 5 упражнение.
Здесь есть еще сложные предложения, состоят из двух предложений и соединяются союзами и но. Перед ними ставится запятая. Схемы сложных предложений первый и второй. Первый и второй. Первый, но второй. Правильно подберите схемы к предложениям. Напишите в тетради предложения во второй схеме. Первый. В городе Отраре была большая библиотека, и Аль-Фараби читал много книг. Это первый и второй. Да? Первый, запятая, и второй. Это. Ученый Востока называл его своим учителем, но Аль-Фараби продолжал учиться. Это вариант, третий вариант у нас, да? Первый, но второй. Да? Первый, запятая, но второй. Мирас рассказал о поэте Мағжан Жұмабаева, а Бексултан рассказал об ученом Аль-Фараби. Здесь первый, запятая, а второй. Схема. Шестое упражнение, последнее. Прочитай пословицу, о чем она. Поделись мнением с одноклассниками. Напиши пословицу в тетради. Всегда будь на стороне правды. Значение всегда надо быть на стороне правды. Против всякой лжи, большой и маленький. Я узнала о великом ученом Абу-Насыре Аль-Фараби. Я научилась составлять сложные предложения с помощью союзов и, но. Все, урок окончен. До свидания.